В некоторых странах в этом году летний сезон один из самых жарких за последние годы. На Земле происходят глобальные изменения климата, и с каждым годом это ощущается все больше и больше. Это и частые засухи, лесные пожары, наводнения и ураганы по всему миру. Из-за жары часто происходят тепловые удары и обостряются сердечные болезни, что является причиной госпитализации людей. Более 50% населения, испытывающих недомогание, пожилые люди. Аномальное потепление может в дальнейшем коснуться и территории Абхазии. Высокая температура воздуха, которая, в общем-то, вполне естественна для августа в плюсе с высокой влажностью, отрицательно сказываются на самочувствии людей. Синоптики утверждают, что причина заключается в повышенности атмосферного давления к северу от нас в европейской части России. В настоящее время наблюдаются такие температуры, такие как от 31 до 36 градусов. И прогнозируется также. На некоторых говорят около 38 и 40 градусов. Но хочу переубедить людей в том, что если было бы 38-40 градусов при такой влажности, то они ощущали бы эту температуру как все 50. Но таких проливных дождей мы пока не прогнозируем. То есть до конца месяца, пока у нас будет держаться жаркая, ясная погода. Конечно же, соответственно, если люди будут носить головные уборы и поменьше времени находиться под солнцем, все нормально будет. МЧС Абхазии сообщает, что в течение летнего периода чрезвычайных ситуаций, связанных с высокой температурой воздуха, в Абхазии не зарегистрировано. Однако опасность все же существует. В поисках прохлады все мы стараемся укрыться в тени холодных горных рек, которых в нашей стране, к счастью, много. Но вот после посиделок на природе мы оставляем за собой кучу неубранного мусора и непотушенные костры. А ведь все это может стать причиной возгорания с очень тяжелыми последствиями. Известно, что часто причиной лесных пожаров с десятками тысяч выжженных гектаров и жертвами является человеческий фактор. Пожарами загораний меньше, чем в прошлом году. Не только к молодежи, наверное, и вообще ко всем, особенно в пожароопасный сухой засушливый сезон, чтобы осторожно обращались при разведении костров и вообще, чтобы не производили такие действия. А коль выехали на пикник, то после использования костра, чтобы его потушили и не оставляли без присмотра. Вот почему спасатели настоятельно советуют не мусорить в выбранных вами местах отдыха. А если уж вы решили провести пикник в жаркую погоду, то избегайте загрязненные места, дабы не навредить себе. Аманда Пония, Беслан Шхенджерия, Абхазское телевидение.